Правительство Коми подписало соглашение о сотрудничестве с российским экологическим оператором. Тот поможет нам в реализации мусорной реформы. Говорят, теперь нам охотнее будут открывать двери пилотные федеральные проекты, да и передовой опыт утилизации отходов станет доступнее. Наш Роспотребнадзор тем временем в канун Всемирного дня потребителя в очередной раз призывает обратить внимание, насколько загрязнена планета пластиком. Ольга Коняева знает детали. 15 марта международная общественность отметит Всемирный день прав потребителей. Каждый раз он проходит под разным девизом. В этом году организация потребительского движения призывает бороться против загрязнения планеты пластиком. Это глобальная проблема, требует скоординированных международных решений, внедрения рациональной модели поведения потребителей и бизнеса. На сегодняшний день по ряду литературных источников до половины отходов содержит пластмассу. Она не разлагается столетиями. Половина производимого пластика – это пластмасса одноразового использования. Государства Евразийского экономического союза, в том числе и Россия, планируют вообще отказаться от одноразового пластика. Но дело это не быстрое. Придется перейти на экологичную упаковку. Она дороже, но по подсчетам экспертов, в итоге государство обойдется дешевле, чем предстоящая рекультивация заваленных пластиком свалок. Но уже сейчас есть решение, выполнение которого зависит от каждого из нас. Это раздельный сбор отходов. Этот объем отходов хотя бы не будет вывезен на полигон, и его можно переработать. Это материалы, которые подлежат вторичной переработке. Цель всей мусорной реформы, конечно, вот в сфере обращения с отходами, ребята, у нас из отходов можно половину пустить в оборот. Ну, давайте пустим древесина, металл, текстиль, пластик, макулатура. Все это можно вторично использовать. Остается только заинтересовать бизнес и создать условия. Экологичный сбор отходов в Коми начался с Эжвы в 2014-м. Сейчас в столице республики более 200 площадок с цветными контейнерами. Первые шаги к раздельному накоплению сделали 16 муниципалитетов региона. Полезные фракции принимают в Ухте, в Усинске. Тему раздельного сбора развивают при поддержке нефтяников. Специализированные организации собирают уже разделенный мусор. Есть и пункты, где полезные фракции принимают за деньги. Люди плохо представляют, что перерабатывается, что не перерабатывается. То есть просветительская работа, конечно, на очень слабом уровне у нас. И получается, тройка у нас не принимается ПВХ, но тем не менее люди упорно продолжают ящики кидать. Хотя уже и наклейки есть, и разъясняем неоднократно. Шестерка полистирол, семерка. Семерка — это вообще комбинированные пластики, всякие разные, все подряд маркируют семеркой, поэтому ее никто не перерабатывает. Но тем не менее в контейнер она к нам попадает. Переработка в Коми пока в начале пути. Крупное предприятие Сыктывкара перерабатывает 30 тысяч тонн ПЭТ-бутылок в год. Но вторсырье завозят из-за пределов Коми. В нашем регионе столько не отсортировывают. На другом предприятии из пластика производят тротуарную плитку. Мы дали чему-то вторую жизнь, и мусор, который мог лежать под нашими ногами элементарно в любом нашем дворе, сейчас на сегодняшний день в качестве строительного материала уже используется. Востребованной стала акция «Сложный пластик». Активисты экодвижения нанимают машину и на нескольких точках собирают любые полезные фракции. Но главная цель – собрать у жителей пластик, который в Коми не только за деньги бесплатно не сдашь. Именно такой самый опасный для окружающей среды, а в итоге и для самого человека. Сложный пластик, его нигде не принимают. Принимают самые основные, там, единичку, двоечку, там, пятерочку. Ну, это маркировка пластика такая. Остальные нельзя нигде сдать. Можно только большими объемами и отправить на большие предприятия, из которых они уже будут вторично перерабатывать. Но чтобы туда отправить, надо заплатить за доставку, за грузовик, за погрузку. И вот мы как раз делаем такое мероприятие, собираем все, что можно собрать, все, что можно у нас сдать, мы это сдадим. Эти деньги, которые у нас останутся, мы заплатим за транспортировку того, что у нас не принимается, на завод, где можно это все переработать. А что это за завод такой? Ну, их несколько есть. Есть в Санкт-Петербурге, есть в Твери, есть под Москвой. Есть варианты, куда это все сдать, есть варианты, где это все перерабатывают. Экоактивисты взяли на себя и просветительскую миссию. Учат людей, как правильно сортировать мусор. Пластик важно разделять по маркировке, собирать в чистом, компактном виде. Если каждый человек в своей квартире, на своей кухне все баночки помоет,
отсортирует, подпишет, то проблемы уже не будет. Поставить контейнеры, в которые в каждом дворе, да, вынесут все чистое, положат, потом там даже, может, сортировать уже будет не нужно. Если к этому мы придем, то эта акция поможет целому городу нашему. Внедрить в Коми систему раздельного сбора правительство Коми планирует при поддержке российского экологического оператора. Уже подписано соглашение о сотрудничестве. Системное взаимодействие с компанией, как планируется, позволит республике не только тиражировать лучшие практики регионов России, но и включаться в пилотирование новых передовых технологий. Если мы увидим во дворе, и поверьте мне, вся страна так, увидим правильно выставленную площадку с правильно выставленными контейнерами, люди ради даже какого-то интереса живого будут делить мусор. Но он должен быть правильно сформирован. Лучшие мировые практики здесь не пройдут, поверьте мне. Здесь нужно нашу ментальность знать. Расчет и на поддержку российского экооператора в подборе и привлечении инвесторов для финансирования проектов в этой сфере. Большой интерес вызывает и практика применения фандоматов – автоматов по приему бывшего употребления и пригодной к переработке упаковки, которые можно располагать в периметре больших торговых сетей и городских общественных пространствах. Внедрение подобных проектов на практике позволит нам наряду с другими субъектами Федерации выходить с соответствующими законодательными инициативами и влиять на параметры реформы на федеральном уровне. По данным ООН, в мировой океан ежегодно попадает до 8 миллионов тонн пластика. Если ничего не предпринять, эта цифра вырастет в 3 раза через 20 лет. Пластик распадается на мелкие частицы, путешествует по средам обитания, разрушает экосистемы, проникает в пищевые цепи, в том числе и человека. Заболевания нервной системы, рак, генетические мутации. Чем еще награждает незаменимый спутник жизни – пластик? Этот вред для организма человека и животных еще не до конца изучен. Изменить ситуацию можно, как всегда, начав с себя. Очередная акция «Чистая суббота» по сбору вторсырья пройдет уже 20 марта в экоцентре местечка Дырнас в Сыктывкаре.